Теперь понятно, почему таджики так долго сидят без света. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете всю гниль этой системы. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. ОАО «Распределительные электрические сети» обнаружила несуществующих потребителей электроэнергии. Мертвые души, по данным ведомства, создают трудности для правильного функционирования биллинговой системы. В предыдущие годы электроэнергия в больших объемах считалась использованной бытовыми потребителями, что не соответствует действительности, сообщает ОАО «Распределительные электрические сети» со ссылкой на анализ биллинговой программы. С целью снижения показателя потерь электроэнергии в программу были введены несуществующие потребители, что по сей день создает трудности для правильного ее функционирования. ОАО «Распределительные электрические сети» занимается продажей электроэнергии в Таджикистане с 2021 года после реструктуризации ОАХК «Барки Тачик». Случилось разделение энергохолдинга на 3 независимые компании. По данным этой компании, на 1 января 2023 года общая сумма, накопленной с учетом прошлых лет задолженности за электроэнергию, составила почти в 4 миллиарда самани, это 340 миллионов долларов, более 40% которой, 1,5 миллиарда самани, приписывается бытовым потребителям. Население страны каждый раз при публикации такой статистики справедливо негодовало. Люди удивлялись тому, каким образом накапливаются такие огромные задолженности, если бытовые потребители отсоединяются от энергосети при опоздании с оплатой электричества, и делают они это примерно сразу. Да еще и много времени мы сидим без света. Откуда могут быть такие огромные долги? Барки Тачик ранее утверждали, что основная часть задолженности населения образовалась в прошлом, главным образом в 90-е годы. Однако такие утверждения опровергаются самой же статистикой Барки Тачик. Задолженность бытовых потребителей выросла с 1 миллиарда самани в начале 2019 года до 1,5 миллиардов самани в начале 2023 года. Как вы относитесь к тому, что они пытались намахиначить, ввели каких-то людей несуществующих, а теперь же сами не могут разобраться в своих схемах, а народ, как всегда, при этом страдает и сидит без света? Среди предприятий крупными должниками по оплате за электроэнергию находится таджикская алюминиевая компания – 488 миллионов самани, агентство по мелиорации и ирригации – 470 миллионов самани, сельскохозяйственное предприятие – 210 миллионов самани, бюджетные организации и учреждения – 96 миллионов самани, ГУП «Водоканал» – 76 миллионов самани. 13 февраля руководство ОАО «Распределительные электрические сети» на пресс-конференции сообщило, что за 2 года функционирования этой компании общий объем неоплаченной электроэнергии, дебиторские задолженности, составил 534 миллиона самани, 52 миллиона долларов. Было отмечено, что некоторые предприятия страны систематически не платят за электричество своевременно и в полном объеме. Тем не менее, государство дает ему льготы. Как вы относитесь к такой ситуации, что по сути все падает на плечи обычного народа? Нам приходится сидеть без света. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.